Уважаемые друзья, коллеги, в сегодняшнем выпуске мы расскажем о поселке Найба, который мы посетили в экспедиции в марте-апреле этого года. Ну, как вы знаете, 26 марта по 5 апреля состоялась наша экспедиция из города Якутска через Ханновы, Тополиную, Батагай, Усть-Куйга, Найба и Тикси обратно на автомашинах ВАЗ. Одной из ключевых целей и задач этой экспедиции было посещение села Найба, который волей случая в последнее время оказался в центре внимания не только республики, но и всей страны. Найба – это поселок, расположенный более 100 километрах от поселка Тикси на Хараулахской бухте моря Лаптевых. Найба оказался тем стратегическим местом для Северного морского пути и третьим глубоководным портом после Мурманска и Сабетты по пути следования для всего Северного морского пути. Преодолев первые небольшие снежные заносы, в 5 часов достигли моря. Нашей радости не было предела. Многие из нас впервые оказались на берегу Северного Ледовитого океана. Сегодня 30 марта 2026 года, около 17 часов вечера. Мы доехали до моря Лаптевых, бухта Хараулах, рядом с поселком Найба. Это у нас 5-й день нашей экспедиции. Мы сегодня утром выехали с поселка Усть-Куйга в сторону Булунского района. Ближе к морю очень много заносов. Если бы не поддержка автодорожного предприятия «Восток» и автодорожного предприятия «Дороги Арктика», мы бы не проехали. Все живы, здоровы, автомашины исправны. Надеемся сегодня работать в Найбе. Через час без приключений прибыли на границу Устьянского и Булунского районов. Там стоят дорожники, которые сегодня пробили дорогу со стороны Кулара. Вскоре должны подойти их коллеги со стороны Булунского района. Без их помощи на автомобилях здесь не проехать. Нам предстоит это понять уже очень скоро. Проблемы возникли почти сразу. Несмотря на то, что дорога была расчищена на днях, ее занесло снегом довольно сильно. Снег. Точнее, снежный наст здесь не то, что под Якутском. Приходилось не просто выкапывать, а буквально выдалбливать снег кусками. Между тем солнце скатилось за горизонт. Что действительно нас порадовало, это то, что вдалеке замаячил свет от фар, пробивающих снег дорожников. К тому же ветер практически стих. Наконец, в районе 10 вечера к нам пробились наши спасители. Дорога вперед была открыта. Ну, восход выехали в 10 утра, пока заправились туда-сюда. Ну, в этом году что у нас? Аномальный год, много снега, считай, каждую неделю ходим практически сюда. Это маршрут вот этот именно До границы. границы 210 километров. с Лусьянским Русом. Да. Но до границы доезжаем, уже в другой часовой пояс переходим. Там сегодня мы встретили, они стоят-то. Нет. Вот Нет, эти дорожники. нет, ну, я понимаю, нет, тут до знака доезжаете, если по GPS, обратите, Ага. что часовой пояс перепрыгивает. Сейчас какие вот доезжаете до границы, потом... Что, ложимся, кушаем, ложимся спать потом... и обратно. То есть отзвонимся руководству. Рассказ о работе дорожников
особенно это касается наших, якутских, заслуживает отдельного фильма. Здесь, в Арктике, при температурах порой ниже 50 градусов, они работают иногда даже без выходных. С учетом того, что авиабилет до Якутска стоит порядка 50 тысяч рублей и выше, дорога – это единственное, что связывает север с материком. Не стоит забывать и о северном завозе, работа которого всецело лежит на плечах дорожных предприятий. Это билет, кай билет. Anna, Не пускай демлю. miehen nikkeli üstü. Это субсидировано, кай. Subsidieravana vuodis tuollaate. Odottata. Это, блин, банду вовту. Bilin hohtiille. Bilin on nauru jongalla hohkuudana subsidie. Albatraa käskö kodehar taktari yhdistyyjää. Анри? Baltara käs kötüyle her bir yhdistyyjää kodehar taktari subsidie hohkuudana. Anna maskinlarını da aldı. Maskinalar akşamda. Ottun ömüye sokon kovullavadı. Tahaman gibi. Ya hayda hayda bu yanına. Смотри. Orasyon buranından hıcca. В Найбе проживает чуть более 400 человек. Основное их занятие – рыболовство, охота и оленеводство. В селе имеется все необходимое – детсад, школа, больница и другие организации. Быйыл муцкай бәннәр бит. Бер хәскәттән тегеттән кәлбит бит. Бу муараны батан балыктан манна токтан асбыттар. Онна жон капсанынан амбастан, жон мустан бу бәйләре табаларын туттараннар, ген бу хүбәннән муньяктан ген жет же булды. Тордык туттаннар ген налык сүп токтан асбысыддары. Бу валлагына бу хынтыр ден, онтан икки отделениялар ата, амалай хайыр. Билионус яна бутону. Хайыр амалай бөһөләгә, оны бу барган Приморская совхоз китиренә бу хынтырәтә. Тынча. Приморский совхоз эммите. Онна ото тастынча ду. Без постоянно тух стада алтса була көлүр. Нагунне өлөрөр стада, ватер стада эте, алт стадалар. Северное гостеприимство продолжает нас удивлять. К нашему восхищению местные жители встретили нас строганиной, эвенским обрядом очищения и, конечно же, круговым танцем седжа. Затем нас пригласили в школу, которая с воздуха выглядит как единственное яркое пятно в облике села. Отличное новое здание, оборудованное по всем высоким стандартам. Как говорится, все лучшее детям. В школе мы посетили музей, наглядно рассказывающий историю села, быте и именитых сельчанах. И, конечно же, дети, они везде дети. С их непосредственностью, естественностью они покорят любую публику, даже такую сдержанную на эмоции, как мы. Во время
время экспедиции в Найбе был проведен круглый стол с общественным селом о будущем, о возможности развития села Найба по реализации проекта. В плане, утвержденном правительством России, кроме морского порта, предполагается строительство этнодеревни, школы, сада, культурно-просветительных и других объектов. В круглом столе, проведенном на экспедиции в селе Найба, жителей волновал завтрашний день родного села, сохранение привычного уклада жизни, экология и другие проблемы. Что касается морского порта Найба, проект транспортного коридора через станцию, железнодорожную станцию Нижний Бестях до Найбы и до Магадана, они никак не противоречат друг другу, а наоборот дополняют. Сейчас рассматривается логистическая схема именно с перегрузкой по Нижнему Бестяху, Якутску генеральных грузов, транзитных грузов из Китая на реку Лена и, соответственно, доставкой до порта Найба. Но, тем не менее, хочу отметить, что доставка грузов и логистика через реку Лена – это сезонная история. Серьезные объемы грузов за такой сжатый период времени доставить будет довольно-таки проблематично, да? Имея даже какой-то серьезный флот. Поэтому считаем, что наземный канал все-таки более такой надежный вариант. Он должен именно начинаться от Нижнего Бестяха до Хандыги, с Хандыги по, значит, опять же, по земле должен дойти до порта Найба и до морского порта Магадан. Шапки лошадки, а вам как живется в таком суровом климате? Как добываете пищу? Опа. В Найбе мы были крайне удивлены наличием якутских лошадей. И еще удивительнее факт того, что на них пасут оленей. Стадалар билеген табаларын бу хылгыннан көрәләр. Бүген илләр хылгылары, көлүддәре. Манан хыҗҗанна табаларын кәтилләр, стадаларын халаяллар, онны курдук хыҗҗаллар. Бастан истебин хантиге. Каянны бу тураллар, бу көлүд аттары. Мы стоим возле очень интересного серге. Это поставили коневоды Хараулахского наслега на берегу Северного Ледовитого океана. Серге более похожа на своих собратьев из степей, похож на бурятский серге, алтайскую чака, на тувинскую тоже, потому что вершина четырехгранная. А обычно вот классическая якутская серге это вот круглый верх, ну вот последние годы чороны, поэтому тут видно, что что-то интересное, мультикультурное серге. И очень характеризует быт, культуру жителей Севера. Тем временем ветер начал усиливаться, поэтому мы, встретившись с населением в Доме культуры, должны были уже выдвигаться в Тикси. Похвально, что вчера на вездеходе «Бурлак» для сопровождения экспедиции прибыл глава Булунского улуса Афанасий Андросов. Мы были полны энтузиазма и были уверены в успешном исходе сегодняшнего перегона Найба-Тикси. После выезда из Найбы ветер неимоверно усилился, порывами выше 20 метров в секунду. Начались первые застревания наших патриотов. Стало ясно, дело безнадежное. Тут нашему самому опытному водителю, Александру Иларову, приходит мысль оставить автомобили в Найбе и выехать в Тикси на Бурлаке. Все согласились без раздумий. Другого варианта не было. Так, одно из предложений – машины вернуть в Найбу и уехать на Бурлаке до Тикси. И завтра на Бурлаке прийти тоже в Тикси. Оперативно перегрузились в Бурлак. Благо, места там много. Часть нашей команды хорошо знакома с этой машиной по экспедиции Якутск-Охотск.
Пурга разыгралась не на шутку. Летят снежные заряды. Видимость несколько сот метров. Водитель идет, ориентируясь на навигатор и полагаясь на свой опыт. Бурлак, ввиду своих недетских габаритов, имеет большую парусность, поэтому машина идет с довольно большим галсом на левый борт. Настроение у всех приподнятое. Мало кто из нас попадал в такую пургу. К тому же на льду море Лаптевых. Живописное место, между прочим, здесь береговые скалы. Дорога идет практически вдоль них. Ветер не стих, более того, по-моему, он усилился и даже немножко поменял направление. Стоять сложно, можно лежать на ветру, но холодно. Если честно, вообще ничего не видно. То есть просто вот белая пелена. Вот так вот это выглядит. Здесь вот скалы, которые, наверное, в хорошую погоду, особенно летом на закате, очень живописны. Но не сейчас. Далеко не сейчас. Совсем другой вид на скалы и море открывается в ясную погоду, которую нам удалось застать на обратном пути с Тикси в Найбу. Каменный исполин, стоящий на льду Северного Ледовитого океана, производит неизгладимое впечатление. Мы находимся возле горы Эркюля. Это часть Найбинского кряжа, которая впадает в море Лаптевых. И это уникальное историческое место. За данной горой находится река Хараулах, что и послужило названием Хараулахскому национальному эллинскому наследию. Ну и сам поселок Найба – это тоже такое уникальное историческое место, где живут очень хорошие люди, уникальные места. Занимается оленеводством, рыболовством и как раз вот легендарный Хараулахский хребет, в котором обитает наш Хараулахский горный баран. Кроме задач по экспедиции по изучению возможностей для развития планируемого транспортного коридора, это Хараулах и Найба интересовала нашу экспедицию на предмет съемки фильма совместного с БГТРК «Моя планета». В Хараулахе, как известно, погибла экспедиция Латинуса. В этих краях скрыта тайна трагической судьбы Петра Ласиниуса, шведа по происхождению, начальника Ленско-Колымского отряда Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. Именно здесь, в августе 1735 года, бот «Иркутск» под его командованием из-за ледовой обстановки был вынужден встать на зимовку, которая закончилась гибелью почти всей команды. Уже 11 августа экспедиция Ласиниуса была затерта льдами и встала зимовку вот этой местности Хараулах. Из-за того, что место было выбрано не очень удачно, были большие проблемы с сохранностью продовольствия и других необходимых своих товаров, начался голод. И погибло 38 человек. Место гибели отряда Ласиниуса ведутся поиски еще с 18 века. Но могилы Ласиниуса и его подчиненных еще не найдены. Исследователи склоняются к версии, и остатки лагеря и могилы, скорее всего, были смыты в море и обрели там вечный покой. Встретили застрявший Прадо, вытянули, поехали дальше.
Мелькнула неприятная мысль, что и в наши дни можно здесь запросто сгинуть в ледяной пустоши. Mana Yambar iktananya sakaliba. Yambarın o tundurandan anıyor. Hatta Yambar tatlı yamanına giderler böyle. Ora. Трещины hata var. O teresine bu olma. Sas taksaya biliyor. Manna kaydı inirel bakıyorlar. As. Dihak edip komanente. Arahanay. Niyetine de var böyle. Balkara da böyle. Tehti bilayan mı? Tibilah herke tibilah bu. Bu yıl nırga da gün. Ara halın evet onda. Mecihot barbak ara. Oralar garip olan. Hecdet. И, наконец, около 4:30 вечера заехали в бухту Тикси. Показались портовые краны, нефтебаза. Можно было выдохнуть с облегчением. Крайняя точка маршрута экспедиции «Пути великих свершений» Якутск-Тикси достигнута. Завтра предстоит обратная дорога протяженностью свыше 2000 километров в Якутск. Онна тоқта хоқ. Балықтаған болан мана федеральный бұл мора. Бұл бейім мора бол. Бата 25 метрға қатылы бойынан күнна хир бітінер көңілілер. Барыта бар, балық барыта бар. Тұтчақ бар, омыл бар, қараттақ бар. Бұл кәнекі бір емеға қатыс редкекелер болла. Бұл мораға. Бұл мора тұстаққа. Хиджар болла де. Оны өте көңілі бәттер. Люди надеются на сохранение привычного уклада жизни, экологии, и надеются на взаимодействие и участие в развитии строительства этих огромных стратегических объектов. Оннаттан бери битигер үгәс көрдүк беге эрелләх партнер бут Тафтов Автодор үлетин камнаган туган керчекелер битен көңүл. Мен Сенкин Данил Петрович демен. Манна төнчө 992 лахылы кибит. Онталы лилит ронега. Бастан хопарна кибитим. Бензовозка хопадават. 13 жыл. Онтон здоровьевнан хыйлан тоқтан качыгардаватым. 2. Онтон эме атагам дөбүгөдөн атан токтабы кон карабылга кэрбиттер. Онталы лилит. Карабыл. Бұл кумағы тұндырға бақ. Бұл кие оты қойқаңыр білін еті бензовоз сапырапларынан бадды. Ұстатта бадды ол түйін қаған кәрір. Оның диспетчерден доғырын астақ бадды. Оны тағына. Оны сапыравқалы бұд күнайы. Манна көрім бұл сапыравқа бұд. Тәйіл әркін көпіпсін бартын отчеттан күнайы. Бүгін қолыбыры қағы құттым. 13 тонна ғатты ғатты. Бұқанға прапыта хорор әлбақ ғатты бұлды. Оны кейі гаражқа кейдіқтіріне гараж бұтын баран көрін, оттырын көстерін бартын ұмылларын қатан кәрі, ұққотым. 2 час болуға қаяны қойдықтақын білдір, баран көрі. Атын тәліттер жонлары ме келен хапарапқалын олар, құрықтақ болықтырын. Бұруы ме күтан бері бет. Газ синсалақ бедінне. Оны кәрін жонны қоналар. Комиссия келен қонар. Олары келлеттейбі тәме қаяннағына. Техника бұғыда бар, болынай техника үлелерге. Бәйбітер антақ түгіққа аспа заводтақ. Бастан кіра заводтақ. Сонта кәнкі бұған заводуланлары тұттылар. Туға әлемде тәлітті? Тәлітті бәдді. Оттан үлі болан берелері біті олары сөйдік. Олың оғыты бар, аспалға. Бачы чүй аспал заводтақ бұтылған бая. Аспалды күтіргі өрі еріқтақтар олаттар. Аспалды күтіқ бұтын әп.
бартын ора дегене. О бар баганан. Асфальт тун берелер бит ол. Көрелер бит ол. وسطنا دويم وطيد